Здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. В Якутске лишили родительских прав мать-педофилку. Как сообщает прокуратура, она, имея двоих детей, ненадлежащим образом исполняла свои родительские обязанности. Так женщина отправила малолетних детей в Ростовскую область со своей знакомой, где мальчику причинены телесные повреждения. Впоследствии, забрав дочь, мать оставила ее одну без присмотра и надзора, в результате чего девочка была помещена в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Данным фактом инспектором ПДН МУМВД России Якутская в отношении матери и детей составлены протоколы об административном правонарушении по части 1 статьи 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которые поступили в комиссию по делам несовершеннолетних. Однако в результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей работниками КДН указанные протоколы остались нерассмотренными, женщина избежала административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Несмотря на наличие достаточных сведений, КДН не организовала проведение профилактических мероприятий в отношении данной семьи. Помимо указанного, будучи ученицей начального класса, девочка перестала посещать школу в связи с изменением места жительства. Но ни матерью, ни образовательными органами дальнейших мер по ее устройству в школу не принято. В период совместного проживания в течение года девочка систематически подвергалась половому насилию со стороны матери и ее сожителя. По данному факту Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха-Якутия было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом Б части 4 статьи 132 Уголовного кодекса Российской Федерации. По представлению прокуратуры, начальник отдела комиссии по делам несовершеннолетних, 2 работника школы привлечены к дисциплинарной ответственности. Заместитель директора школы по воспитательной работе освобожден от занимаемой должности. Также по материалу проверки, направленному прокуратурой города в порядке статьи 37 УПК Российской Федерации «Следственный орган», в отношении матери и детей возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 156 Уголовного кодекса Российской Федерации. Сама женщина по иску прокуратуры лишена родительских прав. В суде Намского района рассмотрят дело по убийству на охоте. По версии следствия, в октябре этого года подсудимый, находясь в охотничьем домике, расположенном в местности Кутакюэля, в ходе распития спиртного, оскорбившись словами и действиями потерпевшего, который выразился в его отношении нецензурной бранью и нанес 2 удара кулаком по туловищу, взял двухствольное охотничье ружье 12-го калибра марки ИШ-58М, вышел из охотничьего домика. После этого, открыв нараспашку входную дверь с близкого расстояния, произвел 1 прицельный выстрел в спину потерпевшего, который сидел за столом. От полученного ранения скончался на месте. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. К федеральной повестке в столице страны Следственный комитет расследует уголовное дело в отношении девушки 96-го года рождения. Ей предъявлено обвинение по статье «Вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетней». По данным следствия, девушка в мессенджере нашла девочку 2003 года рождения. Ее фигурантка привела на встречу с заказчиком в гостиницу для оказания услуг интимного характера. Заказчик работал на следствие. Получив от него 650 тысяч рублей, женщина-организатор была задержана сотрудниками правоохранительных органов. После преступления она планировала скрыться, о чем свидетельствовал электронный билет. В ходе допроса и проведения следственных действий злоумышленница признала вину в полном объеме. Расследование продолжается. Все 9 рабочих, заблокированных при пожаре в Соликамской шахте в субботу, погибли. Об этом сообщают спасатели. Рассказывает Алена Островская. Спасатели в воскресенье обнаружили тело 9-го строителя, погибшего в Соликамской шахте на севере Пермского края. В субботу утром на строящемся руднике компании «Уралкалий» произошел пожар на глубине 340 метров. На месте работали 17 человек, остальные оказались заблокированы в задымленном стволе. Спасатели не смогли к ним пробиться вовремя. В строительной компании обещали оказать помощь пострадавшим и семьям погибших. Принимаем меры сейчас по работе с семьями пострадавших. Конечно же, мы возьмем все затраты по похоронам наших работников. Помимо этого будет оказана единовременная помощь каждой семье погибшего в размере 2 миллионов рублей за счет предприятия.
компании «Уралкалий» сообщили, что горели монтажная пена и строительный мусор. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности. И к международной повестке извержение вулкана Анак-Кракатау привело к подводному оползню, спровоцировавшему цунами. Двухметровые волны обрушились на индонезийские острова Ява и Суматра. Подробности в репортаже Рейтер. Почти 170 погибших, сотни пострадавших и десятки пропавших без вести. Это последствия страшного цунами, обрушившегося на индонезийские острова Ява и Суматра в ночь на воскресенье. Вода прибывала так быстро, люди бежали и их просто сносило, валило с ног. По данным властей, бедствие было вызвано подводным оползнем, произошедшим после извержения вулкана Анак-Кракатау. В прибрежных зонах разрушены сотни построек. Местных жителей и туристов призвали держаться подальше от пляжей. Угроза новых цунами сохраняется до вторника. Спасатели и медики не могут добраться во многие пострадавшие районы. Дороги повреждены и завалены обломками. Индонезийское агентство по ликвидации последствий катастроф все еще пытается оценить масштаб ущерба. Власти опасаются, что число жертв может возрасти. Это бедствие стало еще одним болезненным ударом для островного государства, пережившего весьма непростой год. За прошедшие месяцы землетрясение частично уничтожило инфраструктуру туристического острова Ломбок, унеся жизни почти 100 человек. Тысячи погибли при подземных толчках и цунами на Сулавеси спустя всего 2 месяца. Анак-Кракатау, активный вулкан, расположенный между Явой и Суматрой, месяцами выбрасывал пепел и лаву из кратера. Извержение произошло в 9 часов вечера по местному времени. 30 минут спустя началось цунами. Местные жители говорят, что не чувствовали толчков и не видели никаких тревожных сигналов, пока двухметровые волны не обрушились на берег. Власти считают, что ситуацию усугубил непривычно высокий прилив из-за полной луны. На этом пока все. Берегите себя.